Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. И хөрмәтле дуслар, здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, главный хормейстер театра оперы и балета имени Муса Джалиля Дразнина Любовь Алексеевна. Встречаем! Здравствуйте, Любовь Алексеевна! Здравствуйте, Руслан! Поздравляем мы вас с Новым годом, со Старым Новым годом, а сегодня мы празднуем праздник Старый Новый год. Пусть все мечты исполняются, но нашу мечту вы уже исполнили и пришли к нам в программу, за что мы говорим вам большое спасибо. Что же за чудесный пакетик? А вот пакетик. А вот пакетик такой. Я вам просто хочу подчеркнуть, что мы приехали только что с гастролей, а гастроли у нас в основном проходят в Голландии. И вот очень такая символическая фигурка и очень символический сувенир голландский. Вот говорят, что голландцы – люди, которые больше всего на свете целуются. Когда они встречаются, конечно, это должны быть друзья, родственники, просто очень хорошие знакомые. Они обязательно должны целоваться трехкратно. И вот это вот 3 раза это делает нас очень близкими. Поэтому вот это вот символ Голландии. Давайте-ка мы будем с вами по-голландски целоваться. 3 раза. 1, 2, 3. Любовь Дразнина. Главный хормейстер театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Окончила дирижерское отделение Казанской консерватории. Класс профессора Казачкова. С 1986 года по 2006 год преподавала на кафедре дирижирования Казанской государственной консерватории имени Жиганова. С 1996 по 2009 год была заведующей отделением хорового дирижирования Казанского музыкального училища имени Аухадеева. Также руководила хором училища, который под ее руководством стал лауреатом международного конкурса юношеских хоров, участником международного фестиваля «Московская осень». Участвовал в премьерных исполнениях произведений современных композиторов. С 2006 года Любовь Алексеевна является главным хормейстером Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Итак, рассказывайте, какой рецепт у вас, а я расскажу, какой рецепт у меня. Ну, Руслан, вот когда меня пригласили в эту передачу, во-первых, я думала, что меня разыгрывают и одновременно разыграют полказани, потому что все прекрасно знают, что я и продукты питания – это вещи не совместные. А когда сказали, что это будет передача о татарской кулинарии, это... Ради этого стоит готовить. Ну, я, конечно, думала, что же такое для меня татарская кулинария. Вот для меня это, например, пирожки с малиной, которые готовила наша соседка. Я жила на улице Федосеевской. Вот вы знаете, что такое Федосеевская? Там живут нефтяники, хоккеисты и футболисты. А раньше жили мы. И такая жила интеллигенция татарская. Вот у нас на первом этаже жили люди Салиховы, это доценты нашего университета, очень красивые люди. И там собиралась такая замечательная татарская компания. Там был Айрат Арсланов, там был Рустем Яхин и так далее. И вот они нас, детей, все время кормили пирожками с малиной. Вот для меня татарская кулинария – это пирожки с малиной. Но сегодня мы готовим пирог Фарида. И пирог Фарида в том числе. Ваше блюдо будет к чаю, а мое блюдо будет основное. Рецепт очень простой. Курица по-татарски. Курица и замечательная начинка, популярная в последнее время, это полба. Ой, начинаем готовить. Начинаем прямо сейчас. Ну, я начну, наверное, с того, что я приготовлю сковороду. Она мне очень нужна. А у вас есть растительное масло? Растительное масло, пожалуйста.
Так. растительное масло. Я вот так вот немножечко наливаю. Ну, понятно, что я это делаю для того, чтобы смазать сковородочку, да? Откуда название такое? Пирог Фарида. А я вам рассказываю, у меня ближайшая моя подруга Фарида, которая готовит на все праздники, а у них это готовится в нескольких поколениях. Я знала, что ее мама готовит. Между прочим, я вам хочу сказать, что лет 15 назад на татарском телевидении мама еще была жива, и она готовила уже этот пирог. Уже? Я беру маку и вот делаю, как делают настоящие хозяйки татарские. Они есть- меня показывали. Так, это будет основа нашего пирога? Нет, 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 это будет просто это для того, чтобы не подгорало. Я вот вижу, что у вас сковородочка такая, что она не подгорит. У нас но самые все-таки- лучшие сковородки. Да, но вот, между прочим, давайте мы будем делать так, как меня научили в этой семье. Я, пока вы все это так ответственно делаете, порежу лук. Лук мы спассируем на подсолнечном масле и добавим заранее отваренную полбу. Ну вот я приготовила сковородочку, мне кажется, я ее приготовила. И теперь я буду делать масло. У нас рецепт такой: 300 граммов масла сливочного. Ну, в советские времена можно было масло перемешать с маргарином. Сейчас я думаю, что мы все в состоянии себе позволить масло. И вот, Настоящее. да, у нас тем более много всяких сортов. Вот я 300 граммов сахара я растираю с маргарином. Ой, с маслом, со сливочным маслом. Вот так. А вы? Так, режьте я лук. пока, да, пока Мастер. самый приятный момент на кухне — это порезать лук. Любовь Алексеевна, расскажите, пожалуйста, вот вы часто ездите на гастроли. Чем питаются на гастролях-то вот артисты театра? Всем тем же. Всем тем же? То есть берете продукты с собой, да? Во всяком случае, все мы берем с собой гречку. А блюда вот вашего детства, скажите, пожалуйста, есть такие, на которых вот... с Пирожки которыми... с малиной. Пирожки с малиной? Это То есть вот те самые в начале, которые вы это рассказали? самое вкусное, что я ела. Пробовали сами готовить? Когда? Ну, конечно же, пробовала. И как? Получилось? Как ни странно. Конечно. И было тоже так же вкусно, но в детстве это было вкуснее всего, потому что это было тогда, когда нам это во двор выносили, когда мы все воспринимали это как самое лучшее вообще лакомство. Любовь Алексеевна, мне кажется, вот после этих вкусных пирожков с малиной и у вас и приросла любовь к искусству, к театру, ведь такие люди рядом жили, нет? Вот они вам сказали: дорогая моя, иди учись. Нет, это сказали мои родители, Родители? которые купили пианино, первое пианино на улице Федосеевской. Вот. И, конечно, уже ничем другим я заниматься не хотела. Я хотела только играть. Но меня к Салиховым приглашали всегда на Новый год, как девочку, которая могла играть на пианино. Я какие там сонатины Клементии им разыгрывала перед всякими артистами. И это было очень почетно. Ну, а потом, конечно, куда же я пойду? Я пойду в музыкальное училище. Но в музыкальное училище меня не приняли. Не приняли? Нет. Я была так расстроена, что я потом застегнула, такой у нас был пианино с чехлом. Я так застегнула на все пуговки и не подходила к нему. Это было очень больно, 2 года. Да. Но потом меня как-то вот заставили поступить на музыкальный факультет пединститута. И я без всякой охоты туда поступила. Ну, а потом решила, что я должна пойти после этого в консерваторию. А вот после окончания консерватории я уже стала работать в музыкальном училище, в котором меня не приняли. То есть уже приняли как преподавателя. И там была заведующая отделом, и просто... И вот там я начала руководить смешанным хором музыкального училища. Хотя до этого у меня очень много было хоров и детских всяких. Я поняла, что это самое интересное вообще, что в жизни. Больше того, я хочу сказать, что я, пела. И пела соло, и пела в дуэте. Вы наверняка знаете Милюшу Пимендарову. Она, кстати, была и неплохо готовила Я, здесь. я даже не сомневаюсь, что она была, потому что это единственный человек, который может готовить в нашей компании. И все, кто занимается хором. Вот. И мы пели в дуэте с Милюшой Пимендаровой, но ничего лучше для меня, интереснее, чем пение в хоре, клянусь, никогда не было. Вот. Не сомневаюсь. Это видно по вашей работе в театре. А соль у нас есть? Соль, у нас есть все. Так. Ну, я вот так, как всегда, я беру щепоточку соли, Так, а я начинаю пассеровать лучок. а я беру соду и ее гашу. А вот соду С уксусом? С уксусом. Уксусом, да. Соду я бы не жалела, потому что пирог должен был получиться пышным.
Я вот так вот делаю все это. Есть, кстати, возвращаясь в вопросах еды, какая-то диета вот для работников хора? Для работников хора нет никакой диеты. Или, наоборот, полезные какие-то продукты? Во всяком, но при этом работник хора, особенно оперного театра, поскольку это артист, он должен обязательно быть в форме, он должен себя содержать в порядке. И у нас в нашем хоре, ну, кто знает, красивые женщины непонятного возраста, молодые мужчины. Ну, есть, конечно, у нас всякие люди, но, во всяком случае, все очень стараются. То есть они, можно сказать, от балета не отходят и также в форме себя держат? От балета трудно, конечно. Трудно не отличаться, но стараются. Так, добавляем яйца. 3 яйца. У нас все, значит, есть. Так, 3 яйца. Кстати, лук у нас сегодня такой прям самый настоящий. У меня слезы, я вот не понимаю, то ли от ваших рассказов, да, то ли от лука, то ли вот от общей такой сегодняшней нашей ауры на кухне. Я бы хотела, чтобы от ваших рассказов у меня никаких слез не было. Нет, самое Но главное, я что... надеюсь, что вы именно растрогались от моих воспоминаний. Воспоминания, рассказы, гастроли, театр. Конечно, да. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша главная работа как руководителя вот, хора театра имени Мусы Джалиля? Работа моя самая скучная. Самое скучное? Невидная. Невидное. Вот, Да. скучной работы в театре, мне кажется, нет. Ну, для кого-то скучный, потому что мне все время говорят, да, у меня пришла подруга, она так посмотрела, спокойно сказала, да, невидная у тебя работа. Моя работа – подготовить все для спектакля. И потом проследить, чтобы и звучало хорошо, и мизансцены сходились вот с нашим звучанием. Обычно композиторы придают большое значение хору в спектаклях. Вот. А тем более, что в последнее время у нас очень любят еще и совмещать, кстати, балет и хор. Хор. И вот И последний спектакль, на который я был, вот, например, «Спартак», «Спартак», где был хор, верно. опера, балет, все вместе. И, кстати, вот такое действие было. Всем вам, режиссерам, я ставлю большую 5. Но мне тоже нравится этот спектакль. Но у нас еще один есть спектакль, на который я вас тоже приглашаю. И не один, даже у нас уже 2 есть. У нас поставлена «Золотая Орда», где тоже балет и хор, такой синхрон. С удовольствием, потому что... Резида Ахиярова написала эту музыку. И недавно этот спектакль снимал канал Метса, кстати, да, вот. А у нас еще идет очень интересный спектакль «Кармина Бурана», который тоже это хор и балет. Придите, С удовольствием. посмотрите, это такой, мне кажется, молодежный спектакль, мне он очень тоже нравится. Вот, так что хор у нас теперь не только в опере, да, Он но еще и везде. в балете. Я считаю, что, и говорю так, мы не только артисты оперы, но мы сейчас артисты балета. Браво! Я добавляю муку. Вот сюда. Вот у меня должно быть такое очень мягкое тесто. Я всю муку не добавлю. Вот, я потом посмотрю. Тесто должно быть очень мягким, почти растекающимся. Лучок должен быть золотистым, продолжая. Чтобы мой рецепт был созвучным. Лучок золотистым, слегка мягким на вкус. Так, и мы его смешиваем с нашей полбой. Так. Ну вот сейчас я вижу, что это уже вкусно. Уже вкусно. На самом деле уже можно есть. Ну, Немножко это как, поджарить, конечно. можно добавить, например, тушеночку, и получится такое быстрое, легкое блюдо. Советую вам этот рецепт ребятам рассказать на следующей гастроли из Голландии, например. Да. Кстати, о вашем коллективе. Как происходит набор вот, в хор театра имени Мусы Джалиля? Откройте нам секрет. Сейчас у нас поют ребята с консерваторским образованием. Это образование, которое они получили на дирижерско-хоровом отделении или на вокальном отделении. Они все проходят через прослушивание, через ваш взгляд. через испытательный срок, через мой слух. Через ваш слух, взгляд в том числе. Тоже обязательно. Ко мне приходили замечательные девочки, но вот которым мы советовали там похудеть, набрать форму. То есть для нас это тоже имеет огромное значение. То есть на ваш хор приятно и послушать, и приятно посмотреть. Ну, я надеюсь. А сколько, получается, всего человек работает в вашем хоре?
Вот сейчас 72 человека. 72? Да, ну по Это списку... как, 20 там на всякий случай или все-таки все 72 на сцене? Все 72 на сцене человека. Ну, конечно, те, кто болеет. У нас потом девочки еще любят очень выходить замуж? поскольку По они несколько раз молодые. еще в год бывает и Да, такое. Ну, еще ходить на всякие декретные отпуска. Вот. Но я, конечно, печалюсь, но очень радуюсь. За них радуюсь, а вот за себя печалюсь, потому что, ну, во всяком случае, это большой коллектив. Сейчас где-то 72-75 человек. Вот. Все-таки еще троих нашли. После небольшой паузы мы продолжим готовить пирог Фарида и курицу по-татарски. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, еще раз всех с праздником Старый Новый год. А мы продолжаем готовить два чудесных блюда – пирог Фарида и курицу по-татарски. Сегодня в гостях у нас заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Любовь Алексеевна Дроздина. Любовь Алексеевна, расскажите, пожалуйста, что происходит с нашим пирогом? Я приготовила тесто. Вот сейчас я его буду выкладывать На ту самую манку. на ту самую манку и сковородку. Вот так вот я просто совершенно произвольно выложу. И оставшуюся часть я еще раз добавлю туда муки и отправлю в морозилку. Потому что дальше мы будем заниматься эстетикой нашего блюда. Мы будем готовить украшения. А не так-то и просто рецепт нашего пирога. Ну, мы же с вами художники. А рецепт моего блюда на самом деле очень прост. Полба с пассерованным луком. Я сейчас начинаю фаршировать нашу курочку этой начинкой. Руслан, вы не могли бы это в морозилку поставить? Сколько Вот по это времени они должны там продержаться? Ну, так, чтобы он схватился. То есть минимум Этот 5-7 минут. кусочек, да. Отправляем в морозилку. А я вот пока, вот смотрите, вот так вот водички налила и буду делать вот просто это вот handmade, смотрите, вот так. В татарской кухне в переводе на английский это и есть handmade, понимаете? Кстати, раз уж мы заговорили на английском, я знаю из моих источников, что ваша дочь проживает в Соединенных Штатах Америки. Расскажите, как так Кто вам получилось? рассказал? Ну, понимаете, вы личность известная, связи у меня много. Ну, вот есть такая биография у моих родственников. У меня дочь живет на Соединенных Штатах сейчас, живет в Майами. И я езжу всегда туда в Новый год, летом. И мои студенты говорят: хорошо вам на даче? На даче. Дача в Майами. Я говорю, очень жарко. И зимой, и летом очень жарко. Но люблю. Вот так. Там живет мой любимый зять. Между прочим, зять вот имеет отношение к кулинарии. Вау. У меня зять, он такой повар. У него была мечта всю свою жизнь. Он ушел даже из университета для того, чтобы поступить в школу в Майами, в поварскую. Вот. И это стоит больших денег, а вот он такой увлеченный повар. Вы знаете, это мечта каждой женщины, чтобы был зять американец, еще и умел готовить, еще и жил в Майами, где всегда плюс 30. Ну, вам повезло, браво. Ну вот сейчас я должна сделать вот такую вот, произвести манипуляцию. Торт, не торт, а пирог называется Фарида. А Фарида вот сейчас наверняка смотрит. Фарида, извини, что я не так, как ты делаю, а я какие-то вот огрызки грецких орехов сюда Прям вставляю. внутрь. А вообще они должны быть такие красивые, раскрытые половинки. Так, а я вы сейчас из готового соуса. Соус для нашей курицы мы сделали из аджики и майонеза. Соус, кстати, он даже пахнет приятно. Мы натираем курочку и потом отправим ее в духовочку на 30-40 минут. В принципе, мое блюдо уже подходит к завершению логическому. Какие планы у вашего хора, расскажите, пожалуйста? Какие постановки в нашем театре ожидают наших зрителей? Ну вот это очень все серьезно, потому что сейчас у нас, пожалуй, самый такой трудный проект в моей жизни. Вот он случится в нашем театре. У нас сейчас ставится месса си минор. Бах – это такая одно из самых сложнейших, виртуознейших сочинений и для исполнителей. И это опять будет то же самое. Это будет сплав хор, оркестр и балет. Итак, Любовь Алексеевна, мы продолжаем. И мое блюдо, курица по-татарски, татарча-таук, уже практически готово. Мы поместили нашу курочку в специальный пакетик, рукав стандартный. Ну, сами понимаете, сейчас это удобно, модно, ничего не брызгает, и посуда чисто остается. И курица готовится намного вкуснее и сочнее. Открывайте, пожалуйста, духовочку. На 40 минут отправляем блюдо номер 1 по рецепту Руслана. Так, опа. Отлично. Курица по-татарски. Полбу отварили, мелко нашинкованный репчатый лук,
Обжарили на растительном масле и смешали с полбой. Полученным фаршем наполнили подготовленную тушку курицы. Обмазали ее смесью майонеза и аджики, поместили в рукав для запекания и поставили в духовку на 1 час. Вот смотрите, вот это вот засахаренная смородина, всем известная с советских времен. Засахаренная смородина. Так. Вот так вот я вот положу вот 3 ложечки, а вы ее сейчас очень аккуратненько размажете. Вот справитесь вы с таким заданием? С удовольствием, конечно. Или вы только по курам? А я в это время готовлю мясорубку. Хорошо. Так, я оставляю. Тесто, которое мы продержали в морозилке. Ось, Пожалуйста. немножечко. Вот так вот я его делаю. Есть. Пошел. Работает. Работает ГОСТ 78 года. А все, советская работа. Так, смотрите-ка. Вот вы сейчас будете мне помогать? С удовольствием. Вот смотрите. Вот вы берете вот такую вот такую кудряшечку такую, и вот так вот ее кладете. Вот они. Секреты татарской кухни. Да, вот. Вот такую вот кудряшечку, и вот так вот ее кладете. Вот таких червяков. Слушайте, ну красота. Ну подождите еще. Еще не знаете, конечно. Красивый татарский чизкейк, можно сказать. Сейчас уже... Между прочим, вот мне кажется, что это похоже на тюбетейку татарскую. Ну, судя по узорам, почему нет? Вот такая расшитая, расшитая вручную, а она вот тоже вручную сейчас расшита. Так. Чуть-чуть подлиннее сейчас сделаем. Так. Так, ну и вот такими нехитрыми движениями мы украшаем всю верхушку нашего пирога. Да. Дорогие телезрители, стараниями Любовь Алексеевны и Руслана Шарафудинова торт Фарида подходит к логическому завершению и к отправке в духовку. Да? На сколько минут примерно? На 40-35. Смотрите, как подойдет. Ну, смотрите, Какого цвета какой он достигнет. уже красивый. Красивый? Ну, Фарида, увидимся с тобой через 40 минут мотором. После небольшой паузы, дорогие друзья, мы будем пробовать курицу по-татарски и пирог Фарида. Пирог Фарида. Сливочное масло растерли с сахаром. Добавили яйца, муку, соду, гашеную уксусом и замесили тесто. 1/3 теста отправили в морозилку, а остальное распределили ровным слоем в форме для запекания. Далее в тесто вдавили очищенные грецкие орехи, сверху смазали смородиновым вареньем. Из морозилки достали тесто, пропустили его через мясорубку и полученными кудряшками украсили верх пирога. Пирог выпекали в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших вкуснейших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Любовь Алексеевна, ну, стол что надо. Старый Новый год отмечает всегда на широкую ногу. И мы также, посмотрите, какой же у нас получился пирог Фарида. Ой, красивый, мне нравится Здесь. очень. Тюбетейка татарская. Вот только хотел сказать прям, но ее хочется, конечно, не надеть на голову, а съесть скорее. Ну и давайте, конечно, похвалим мое блюдо, курицу по-татарски. Курочка получилась замечательной. Так, я, кстати, сейчас разделаю курочку, а вы можете первый кусочек Хорошо. Фариды уже. Только Мне кусочек побольше. я вот сюда кладу. Только бомбу. Вам как? Чего? Начинки побольше или мясо? Мне всего положите понемножечку. Я с удовольствием попробую. Тут ведь еще Вот, сейчас достаточно. после съемок 72 человека вашего хора придут. Они тогда много не кладите. Я ведь всем сказал, что вы сегодня будете в гостях. Так. Мы готовы к самому вкусному моменту нашего шоу. Пожалуйста, вилочку. Ой, неужели я это буду пробовать? Неужели я после этого научусь петь? Так, бисмиллахир-рахманир-рахим, Может, начинка и я должна быть- научусь петь. Начинка должна быть прекрасной. Ой, это очень вкусно. Вкус такой с детства, мне кажется, тоже. Суть Досеевской. Опять же. Наконец-то и меня хоть раз похвалили. Очень вкусно. Руслан – мастер. Я просто трепещу. Я очень хочу, чтобы вы попробовали мою Пирог. подружку. Но пирог на меня смотрит таким манящим взглядом. Мы берем в руки чай, берем пирог. А какой кусочек-то, кстати, горяченький такой. Ну, Я трепещу. Попробуйте сказать правду только. со старым Новым годом всех.
Ну это вкусно, подождите-ка, я Попробуйте сами. знаю все. Очень люблю пироги. Ну и Фарида удалась на славу. Тесто нежнейшее прям, а корочка А грецкие орехи? все вместе. Мне кажется, мы молодцы. Несмотря на то, что праздник сегодня называется Старый Новый год, подарки у нас сегодня новые. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды. Я знаю, вам не верится. Любовь Алексеевна, новая сковородочка. Торговая марка Кукмара представляет посуду линии «Традиция светлая». Это яркая, толстостенная и очень качественная посуда. А новое покрытие на водной основе поможет вашему блюду приготовиться по всем правилам. Дорогие друзья, вот я предлагаю вам так же весело и так же вкусно встретить Старый Новый год. Ну, а со своей стороны, поскольку моя профессия меня к этому обязывает, я вас всех приглашаю к нам в театр. Вас, Руслан, я приглашаю особенно. Пожалуйста, друзья, приходите в театр. Вам тоже большое спасибо, Любовь Алексеевна, за этот красивый новогодний стол. Удачи и большой привет всему хору! До новых встреч, дорогие друзья! тоже так Программа «Секреты татарской кухни» мы готовим каждую неделю, всегда вкусно и весело. Спасибо.